83 новые школы откроют в Казахстане уже в сентябре. 57 из них комфортные. Чем они будут отличаться от типовых учебных заведений и как Казахстану удалось реализовать столь амбициозный проект? Это прямо по Кунаева. В ближайшие минуты традиционно о важном и актуальном. С вас лайк и подписка, так вы поддержите нас, а мы начинаем. О том, что долгие годы тысячи казахстанских детей вынуждены учиться в стесненных условиях, думаю, рассказывать никому не нужно. Мы и сами знаем, как наши дети учатся в 2 и даже в 3 смены. Последних в стране до недавнего времени было более сотни. Это, откровенно говоря, очень много. О дискомфорте, который причинял такой график обучения как детям, так и родителям, не нам вам рассказывать. Причем по оценкам экспертов, которые опирались на демографические показатели, если бы ситуацию пустить на самотек, число таких учебных заведений за несколько лет могло увеличиться в разы. Поэтому запуск программы «Комфортная школа», которую президент Касым-Жомарт Токаев инициировал еще в 2022 году, все восприняли с оптимизмом и надеждой. Понятное дело, а так как в нашей стране 8 тысяч школ практически, то, конечно же, нужно их не только приводить в порядок, но нужно строить новые школы. Какие-то школы сносить, какие-то школы должны появляться в новых местах, в новых микрорайонах, миграция идет и так далее. То есть совершенно иные подходы должны быть и к строительству, и к размещению и прочее. И когда этот проект появился, то, конечно, это было просто огромная радость. Правда, скепсис все равно был, а смогут ли построить такие школы? Ведь многие помнили другую программу – 100 школ, 100 больниц. Напомню, ее довести до конца чиновники не смогли. Были опасения, что с новым проектом будет точно так же. Тем более, что стартовал он также с пробуксовкой. Одни критиковали новые школы за их стоимость, уж слишком дорогие были. Другие остались недовольны определением участков под их строительство. Осваивая большое количество средств. То есть проект очень дорогой. Но если отбросить это в сторону, то, конечно, большая радость, что все-таки эти школы появились. И появляются. Второй вопрос, где строят эти школы? Мы столкнулись уже с несколькими случаями, когда комфортные школы построили там, где они не очень нужны, где есть обычная государственная школа, которую можно было бы отремонтировать и прекрасно там продолжать занятия, но, однако, сегодня эта государственная школа будет полупустая, а будет в основном работать комфортная школа. Но мы всегда должны помнить, что бюджетные деньги – это деньги народа. Но, несмотря на проблемы, которые возникали на первых этапах, проект не свернули. Его продолжили реализовывать, быстро и на ходу учась на собственных ошибках. И вот накануне, меньше чем через 3 года после заявления главы государства, в преддверии нового учебного года в Минпросвещении озвучивают промежуточные результаты реализации амбициозной программы. Вот фрагмент из выступления главы ведомства Гани Бисимбаева. К началу 2025-2026 учебного года планируют ввести в эксплуатацию 83 новые школы на 115 тысяч ученических мест. До конца года завершат строительство еще 111 школ, рассчитанных на 140 тысяч мест. НПК. Именно так будет называться с 1 сентября канал Ертысбаев Лайв. У партии уже есть основной канал на государственном языке. Теперь появляется и канал на русском языке межнационального общения в Казахстане. Меняется только название. Все остальное остается, как и раньше. Ведущие, форматы, стиль, а главное – разговор по существу. Поддерживайте нас подпиской и лайком. И не забудьте, с 1 сентября у канала новое название – НПК. Комфортные школы – это не просто красивое название. Новые учебные заведения действительно отвечают всем современным требованиям и стандартам, и даже чуть больше. И они сильно отличаются от тех, в которых учились мы с вами, осмелюсь это предположить. Но если не верите, то смотрите сами. Вот эти кадры мы сняли, отправившись в одну из таких столичных школ. Она рассчитана на 4000 детей. Ее открыли еще в прошлом году. Поэтому озвученные мнения не просто эмоции, а конкретные оценки. Вот, к примеру, что нам показали в местном кабинете физики. Конечно, на сегодняшний день обучение физики – это не только решение задач. Как раз-таки наша комфортная школа дает возможность детям именно, посмотрите, как изучать. Вот на практике
лабораторные опыты. Потом эти же опыты мы делаем практически, да? А потом мы проверяем это дело виртуально. Кто-то может это делать виртуально. У каждого учащегося есть компьютеры, здесь стоят компьютеры. На компьютерах можно сделать эту же, вот здесь посмотрите, эту же лабораторную работу виртуально сделать. Потом проверяют это же дело практически. Также у нас есть всевозможные датчики. Мы работаем датчиками, симуляторами работаем. И дети что еще делают на уроках физики? Посмотрите, они могут STEM-работы. Что такое STEM-работы? Это практически работы, которые... У нас есть оборудование для таких работ. Дети сами собирают эти установки, сами их потом проверяют на надежность, на принцип работы. Это очень важно, чтобы дети получали полученные знания, применяли на практике. Отдельного внимания заслуживает, к примеру, класс под названием STEM. Там много чего вообще есть, и вот особое внимание там уделяют робототехнике. Все оборудование детям предоставляет школа. На нем они и учатся. А позже принимают участие в республиканских и международных соревнованиях. Но робототехника — это про сегодня. Есть здесь и кое-что совсем новое. Помимо уже не только робототехники, а также мы только-только развивается вот эта вот сфера, направление, то есть это дроны, FPV-дроны, да, допустим. Уже сейчас начинаются соревнования по дронам. Сейчас я могу показать. Вот, допустим, вот такие дроны FPV, они очень маневренные, участвуют в соревнованиях. А вот как выглядят классы для первоклашек. Их, к слову, в этом году по стране более 340 тысяч. А многие будут учиться именно в таких условиях. Но, по словам педагогов, комфортные школы — это не только про это. Ну, если мы говорим о комфортной школе, не тогда, когда упоминаем теплые стены, красивые классы. Мы имеем в виду среду, в которой каждый ребенок чувствует себя в безопасности и уважение, и вдохновение. Преимущества такой школы очевидны. Здесь царит гостеприимная атмосфера. Это место, куда хочется приходить, потому что ты будешь услышанным, ты будешь увиденным, и тебя будут ждать. Светлые классы, уютная мебель. Это все для зоны комфорта, для отдыха. Все это часть современного пространства. Ну вот такие они комфортные школы. И скоро их станет еще больше. Всего же 1 сентября в стране свои двери откроют более 8 тысяч образовательных учреждений. А за парты сядут свыше 4 миллионов школьников. Почти всех их ждут нововведения. С нового учебного года в образовательный процесс поэтапно внедрят элементы АИ. В частности, в ближайшем учебном году интеграцию искусственного интеллекта начнут с предметов цифровая грамотность и информатика. В этом направлении уже утверждены этические стандарты применения искусственного интеллекта в системе среднего образования. Для школьников подготовлены онлайн-курсы Day of AI, а для педагогов трехуровневые курсы повышения квалификации. Это отдельный повод для гордости Министерства просвещения. Однако, по словам депутатов, погоня за современными веяниями, конечно, это хорошо, но не стоит забывать и про старые проблемы. И самая первая проблема – это квалификация кадров. То есть, в первую очередь, когда строим комфортные школы, наша страна, она должна задуматься о качестве подготовки педагогов. Потому что не все педагоги, заканчивающие вуз, потом могут быть сертифицированы для того, чтобы работать в школе. Как оказалось, что некоторые не могут пройти сертификацию. При этом учились, например, на гранте в педагогическом вузе, затратив средства. То есть этот вопрос тоже нужно изучать и тоже понимать, что все-таки в школу должны приходить качественные специалисты. А у нас на сегодня все. Пишите в комментариях, в каких условиях учатся ваши дети. Интересно будет почитать. Надеюсь, этот выпуск оказался для вас полезным. До скорых встреч. Пока.